Здравствуйте, уважаемые жители города Канаша и Канашского района. С вами старший помощник Канашского межрайонного прокурора Казанков Эдуард Николаевич. Федеральным законом от 27 декабря 2018 года за номер 533 введено новое основание для освобождения от уголовной ответственности за невыплату заработной платы, пенсии, стипендий, пособий и иных выплат, то есть за совершение преступления, предусмотренной статьей 145 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Соответственно, новой редакции примечания к статье 145 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации лицо, впервые совершившее преступление, предусмотрено частями 1 и 2 настоящей статьи, освобождается от уголовной ответственности, если в течение 2 месяцев со дня возбуждения уголовного дела в полном объеме погасила задолженность по выплате заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иной установленной законом выплате, а также уплатила проценты, выплатил денежную компенсацию, то есть в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации, и если в его действиях не содержится иного состава преступления. Данное основание для освобождения от уголовной ответственности является нереабилитирующим, то есть лицо, совершившее данное преступление, не вправе требовать возмещения вреда, связанного с уголовным преследованием. Здравствуйте, я помощник Канашского межрайонного прокурора Лушников Игорь Николаевич. Федеральным законом от 27 июня 2016 года номер 157 внесены изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. За онлайн-торговлю особо ценными дикими животными введена уголовная ответственность. Поправки касаются совершенствования и усиления уголовной ответственности за ряд экологических преступлений. Речь идет о незаконных добыче и обороте водных биоресурсов и диких животных, в том числе занесенных в Красную книгу России. В частности, уточнены составы таких преступлений, как незаконная охота, незаконная добыча водных биоресурсов, нарушение экономической зоны России, установлены величины и порядок исчисления крупного и особо крупного ущерба для целей привлечения к ответственности за незаконную охоту. Ужесточено наказание за названное деяние. Введена уголовная ответственность за незаконное приобретение или продажу через средства массовой информации или интернет особо ценных диких животных и водных биоресурсов, занесенных в Красную книгу России и охраняемых международными договорами Российской Федерации, их частей и дериватов. Спасибо за внимание. Канашской межрайонной прокуратурой выявлено нарушение законодательства об охране труда в деятельности предприятия. Канашской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения законодательства об охране труда ООО «Канмаш Агро». Проверка выявлены факты неознакомления работников с результатами проведения специальной оценки условий труда на рабочем месте. Нарушение статьи 212 Трудового кодекса Российской Федерации. Работникам не в полном объеме предоставлялись средства индивидуальной защиты. Нарушалась периодичность выдачи восстанавливающих кремов. Работодателям не были обеспечены разработка и утверждение инструкций по охране труда для эмульсовара, проведение внеплановой специальной оценки условий труда в течение 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию вновь организованных рабочих мест. Кроме того, в нарушении статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации в ООО «Канмаш Агро» обязательные психиатрические освидетельствования не были пройдены некоторыми работниками. По результатам проведенной проверки межрайонной прокуратуры в отношении руководителя организации возбуждены административные производства за нарушение государственных нормативных требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации. Постановлениями Государственной инспекции труда Чувашской Республики виновное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 22 тысячи рублей. Постановления в законную силу не вступили. Здравствуйте, уважаемые телезрители, с вами помощник Канашского межрайонного прокурора Лисицын Алексей Сергеевич. При увольнении сотрудника с работы необходимо компенсировать все отпуска, которые он не использовал за время работы. При этом неважно, как долго сотрудник не отдыхал. Судебный орган конституционного контроля признал часть 1 статьи 127 и часть 1 статьи 392 Трудового кодекса Российской Федерации не противоречащим Конституции Российской Федерации, поскольку содержащиеся в нем положения не ограничивают право работника на получение при увольнении денежной компенсации за все неиспользованные отпуска, если данная компенсация не была выплачена работодателем непосредственно при увольнении. Также не лишает работника права на ее взыскание в судебном порядке, независимо от времени, прошедшего с момента окончания рабочего года, за который должен был быть выплачен тот или иной неиспользованный отпуск. При условии обращения в суд с соответствующим требованиям в пределах установленного законом срока исчисление идет с момента прекращения трудового договора.
Таким образом, при обращении в суд с иском о взыскании денежной компенсации за неиспользованные отпуска необходимо соблюсти процессуальный срок, в пределах которого предоставлено право на обращение в суд. Спасибо за внимание.